Добрый дзень. Радыё Свабода пачынае стрым з офісу незалежнага прафсаюзу РЭП у Менску, дзе адбудзецца неўзабаве экстранная нарада абаронцаў курапатаў. Яна скліканая ў сувязі з тым, што у 50 метрах ад курапацкага лесу, ад курапацкага урочышча, плануецца адкрыццё рэстарацыі «Паядзім». Гэта так званы бульбаш-хол, які пачалі будаваць у 2012 годзе. І зараз вось якраз пачынаецца гэтая нарада, якая павінна вырашыць, абмеркаваць сітуацыю і вырашыць, якія прымаць захады дзеля таго, каб абараніць у чарговы раз наступ на курапаты. Тут сабраліся Павел Севярынец, Улад Яроменка, Ніна Багінская, Ганна Шапуцька, Ольга Мікалайчык, Вячаслав Сіўчык і іншыя абаронцы, якія адгукнуліся на заклік прыйсці на гэту экстранную нараду. І Павел Севярынец пачынае. Засталося у нас, можна сказаць, двое сутак. Тут уже по нарадах, якія у нас былі з абаронцамі, узнікла некалькі версіяў, што можна рабіць. І у мяне ёсць прапанова. Значыць, адразу без ацэнкі сітуацыі, можа быць, тому що она може зацягнуцца, так, пераходзіць да тых рэчаў, якія зрабіць можна і якія мы пацягнем. З усяго таго спектру, там з дзесятак ёсць прапановаў, нам трэба будзе выбраць тыя, якія абсалютна неабходныя для таго, каб эту справу спыніць. Коротко скажу, што все прыкметы правакацыі тут ёсць зроблена перад выходнымі, калі 30 гадоў адкрыцця курапатаў, паўгады нагляду атрымлівае Улад Яроменак, абаронца курапатаў, перад вось гэтымі падзеямі, калі яшчэ нам не было вядома, што адкрываецца гэтая установа, і таму нам трэба быць асцярожным. Оно таксама трошки падобна на пастку, трэба паглядзець, якія тут могуць быць на мясцовасці альбо па логіцы нашых дзеянняў, якія тут могуць быць праблемы. Можа быць, я коротка тады агучу тыя ідэі, якія ўзніклі у нас падчас абмеркавання за апошнія суткі з абаронцамі курапатаў. Ёсць юрыдычны фронт. Пракуратура ў 2012 годзе, калі я не памыляюся, ўжо прызнавала незаконным будаўніцтва на гэтым кавалку вакол курапатаў, бо яны тады былі ў ахоўнай зоне. У лістападзе 2013 года под подпісам Ірыны Дрыгі Мінкульт вывеў вось гэты кавалак з ахоўнай зоны і легалізаваў фактычна будаўніцтва, якое там ёсць. Некалькі разоў яны казалі, што будуць адчыняцца, не адчыняліся, не знаходзілася, напэўна, дастаткова небачлівых уладальнікаў, але ўрэшце рэшт яны гатовыя. Па юрыдычным фронце мы можам ісці гэтак жа, як мы ішлі летась. Это ахоўная зона. Мінкульт фактычна падазраецца ў карупцыі, таму што яны вывелі камерцыйнае будаўніцтва з дзяржаўнай ахоўнай зоны, выбачайце, гэта ўжо все прыкметы. Другое, самі ўладальнікі, хаця яны не ідуць на кантакт, напэўна, іх прыклад ўладальнікаў бізнес-цэнтра навучыў чамусьці, яны, відаць, будуць цалкам адмаўляцца ад кантактаў з прэсай і з людзьмі. Але тым не менш, альбо адкрытым чынам праз адкрыты ліст, альбо вылічыць, дзе яны ёсць, перадаць ім прапанову перадаць вось гэты будынак для музея сталінскіх рэпрэсій грамадскасці. Грамадскасць ужо разбярэцца, што рабіць у тых павільёнах, музей курапатаў, музей сталінскіх рэпрэсій. З іх боку ім будзе рэклама, ім будзе піяр, як ахвярадаўцам, яны перапросяць, што ўлезлі, скажуць, паглядзіце. Мы робім ахвяраванне, вось вам і уладкаванне мемарыялу, і здымаюцца многія пытанні, у тым ліку юрыдычнае. То есть будаўніцтва у ахоўнай зоне курапатаў фактычна легалізоўваецца, оно мае дачыненне да курапатаў, это будучы музей. А хтосьці будзе кампенсаваць ім? В принципе, ніякай кампенсацыі не плацілі і уладальнікам бізнес-цэнтру. Тым, хто будаваў бізнес-цэнтр. Нет, но они же перепродали. Є такий нюанс, що там тільки починали. Сябры, калі яны дораць перадаюць грамадскасці, яны проста перадаюць. А господарства, калі яны будуць пад пагрозай банкрутства і ніхто не будзе купляць тое, што яны там набудавалі, такое пытанне ўзнікне. Я бы раю эту схему закладаць.
Ну, то есть, будьте реалистами. Да, давайте потребовать того. То есть мы идеалисты, а не материалисты. Не, секундочку. Ні, ну чому тут може і держава ніяким чином поводити совершенно правильно. Наприклад, це там створюється музей. Я пропоную просто зараз закінчити, а потім ми пройдемося. Да, значить, само відкриття. Ну, на відкриття з усього, що я чув, була така пропонова, беруть столярочки пластикові в ресторан, на їх от руки малюються мишені, и становится человек 30, значит, с этими самыми тарелочками. После можно зайти в ресторацию, когда она начинается, с буклетами про куропаты. И розповідати культурно, спокойно, там, без надрыву. Але розповідати кожному чоловіку, який там знаходиться, супрацовнику, навіднику, уладальнику, що таке куропати, чому нельга робити те, що вони роблять. Озвучувати пропанови, коли буде пропанова передати це під музей, наприклад. Озвучувати це все. Ну, інформаційна підтримка. Ми розмовляли з Едуардом Пальчисом, і він готовий допомагати. Я думаю, що ударні блогери в Білорусі так само підключаться до цієї теми. Інформаційна кампанія вельми важна, це буде серйозний тиск. Намети. Была идея с наметами. Отдельное питание с наметами, я все душой за, теплая пора года. Но тут есть питание. Тибуде там круглосутково человек 5. 2-3 недостатково, потому что там и приватная хова есть у нас, спецотряд, видать, Министерство внутренних справ, які займається ночним розбоєм. Тому тут чоловік 5 мінімум треба і пожадано крепких хлопців. Ось, крижи. Вы памятаете, что коли летесь у Куропатах робили акцию, там просто ставили крыжи, уже техника просто не могла вести, а як треба будет давить и ломать крыжи там. Вось, ну і у решті-решт есть еще один позитивный момент. 3 с 13 до 16 буде меморіальний мітинг у Куропатах. Коли, наприклад, у п'ятницю відкриття, і ми робимо свою акцію. В суботу, скажем, ставим наметы, то в неделю после митинга на Куропатах час подільника митинга йде туди, приймає уділ. Всі туди просто можна, да. І всі туди, да, і в принципі там долучаються ті люди, хто послухав, що таке Куропати, долучаються, і вони підключаються до цієї акції. Я думаю, що тут справа довга. Вони окопалися як у дотах, там, значить, вони рихтувалися відовочно довго, кілька разів відкладували. І тому я думаю, що легкої перемоги там не буде. А кроме того, я думаю, что треба будет с самого початку обозначиться, что мы не собираемся там палить, кидать коктейли Молотова, разбурать. Коли это будущий музей, на что нам псовать эту маемость, як кажуть, в оховной зоне Куропату. Ну, я думаю, что рано чи поздно дотиснем их. И так само сказать, что мы не собираемся ни ночью, ни днем там ладить некие погромы, там все эти псования некое значит. Для себя не успешно. Да. Відомо, тому що я думаю, що тут будуть пільнувати ще. Ось, разом з тим, ще одна пропанова, там є шиковний плот. Минулий раз на плоті, який будували вокруг котлована бізнес-центра, вивісили шмат інформації про Куропати. Виглядало все це. Що можна робити... Ну, плот там, да, плот такий цікавий. Ну, есть такая лента, яка не шкодить. Ну, ось, от, господарство, ось гэта ідеї, які у нас є. В принципі, їх тут хапає на кампанію там, на некілька тижнів. Могу додать ще парочку. Давайте. Новонапомненный текст на умение пессимистично все, глядячи на лето. Значит, без агрессии, але жорстко можна поступить за, ну, при нас я б так зробила, тримати варту сотні, з римских легіонів з часов пам'ятаємо у гэтай усе шэсці з паходнямі. Гэта гатоўнасць бараніць сваю памяць, гатоўнасць бараніць сябе, свой род. І можна, моя прапанова такая жорсткая, прайсці суткі ад кропкі да кропкі па кальцевой, уначы ісці з паходнямі, а ў дзень ісці вакол кальцевой 40 кілометраў. Так. Можна на роварах, у кого есть можливість, но на роварах мы не догоним. Вось, але вось. І то бок это, разумеете, наметы, это только та кропка, той район, який задзейнічае Мінск. Это як это называется? Лагойский тракт, так? Теперь Шамайский, что это? Калі люди ідуць по кальцевой, гэта прыцягвае увагу вельмі моцна. Вельмі моцна.
І є шанс, що нас почує більша кількість народу. Это ничего, что по КЦУ не заходить? Не, ну не по самой Кольчуге, не по проезжей части, Так ясно? а где ты будешь идти? По болоту, по речке? Почему по болоту? Ну ты видела МКАД, как он выглядит? Там не только Ну, конечно, не видела. Но есть под мостом. Это же можно дорога и на пройти. Брест, и на... Ну добре, давайте так, ми спочатку викажемося, може бути зараз ми просто накидаємо ідеї, а потім будемо вибирати, які ми хочемо. Есть разные, можно по версии пройти, под мостом можно пройти, есть разные варианты. Есть варианты, где ты выходишь. Я выкладываю, что 60 километров кольцевая. Провели пробеги, мы мерили. 64, по-моему. 64, но это тяжко, так, это на роверах только. Ну, мы бегом колистили. Бегали. Мы бегали, але мы отримливали дозвол. У Мінагровиконкамі. Сделал червоно-білими стягами. Ну, тут я не ведаю, ці треба зі стягами бігати, тому що оборона Куропату – це така штука, яка консолідує вельми моцно. Ну, добре, пропоную. І у будь-якому випадку, коли не канає варіант по кольцевой рушниці, значить, можна уночі тримати варту сотні і там ночі з походнями стоять, щоб вони бачили, що ми будемо боронити. Розумієте, походня – це таке попередження. Ми нікому не наносимо шкоду, але ми готові, тобто це символ рішучості ніякої. Можна Добре, ми тоді обміркуємо. І ще екскурсії. Поспробувати в цей день, у четвер, у п'ятницю, четвер, як мога більше зладити екскурсії, може, які там ВНУ, ще нечто. Екскурсії на Куропату штука дозволена, наскільки меморіал міжнародний можна навідувати. Не обов'язково йти під стягами, щоб не провокувати вже цих. Зрозуміло. Добре, господарство, для того, что тут прозвучало, может быть, еще некие такие идеи? Это не столько идея, сколько, может быть, уточнение. Дело в том, что еще в 2012 году во главе с Икоренко делались попытки решить вопрос вот этого подарить, не подарить там и так далее. И тогда с инвесторами, ну, по крайней мере, на телефоне и так с разговоров велось о том, чтобы выкупить. Значит, цифра там на тот момент обходилась где-то от 3 до 4 миллионов долларов, стоимости долларов. И когда мы вместе с Яковенко встретились с Яцко, то, значит, вот эту идею озвучивали, ну, в том смысле, что общественность, возможно, объявит сбор средств на выкуп такой, с одной стороны, а с другой стороны, ну, это уже вопрос переговоров. И какую-то часть, значит, 70% или там 30%, не знаю сколько, значит, вносит государство. Такая обсуждалась. Потому что вопрос подарить, он звучит так, знаете, как-то с точки зрения инвесторов несерьезно, как это собрать. А вот если провести, если будет на то, так сказать, воля владельца, все-таки действительно осознающего, что это что-то не так, но с другой стороны деньги есть деньги, ну, то как бы вот это вот не забывать этот момент. Ну, это Спасибо. нереально, потому что когда мы туда ездили, поснимать хотя бы планы, там, по-перше, российцы владальники, по-другое, там все машины с московскими номерами, и там эти ряженые казаки, которые служили, и они сказали, что... Да, и они сказали, они же нам тогда сказали, с кем-то я была, да, они сказали, что для нас это вопрос принципа. Так что какая держава, что у них там... Они не пойдут с нами ни на какие разговоры, не подарят, не продадут специально. Разумеете, это русский мир, это фашисты, это их машина поставить нам, как говорится, под лавку засадить. Я как раз хотел поменять все-таки тематику. Только такой супротив, вот такой супротив не гвалтовный. А можно я скажу? Я все-таки хотел бы все-таки поменять темат нашої розмови криху, тому що не зовсім, мені здається, ми всі розуміємо, що зараз відбувається, бо ті вчора ми після акції, коли оглядели черговий раз цей об'єкт, то вельми серйозно до всього вони підрихтувалися. І я думаю, що з самого початку, ще коли були перші владарники, все це такого жорстко курировало именно КГБ, потому что это чисто политическая справа. И разважать по чисто политической справе, что мы еще будем за белорусские гроши выкупать некую маемость для того, как был музей, это просто маразм. Просто они зараз сидят и смеются з нас. Тому перше, вот сегодняшняя наша зустріча, она повинна иметь хоть какой-то вынік. Этим выником я лечу, так? Это констатация того, что этот будинок мусить быть реквизованный под музей.
не наши проблемы, что люди не звертають увагу на мораль, на законы, на справедливость, вкладають свої гроші, якщо вони наворовані, а ніякі інші, і не про їх нам треба думати. Это же утопия. Это не утопия, потому что часы менялись, и рано или поздно, так, и рано или поздно решения, которые принимались, так, и не виконувалися. Я хотел бы нагадать, что на вот площади Незалежности, когда принималось, просто на митинге. Так само была утопия, все смеялись. Я стала площадь Незалежности, шкода, что только Лукашенко пришел, так, те забылись, те специально КБ знал закрыл, чтобы станция метро площадь Ленина. Тому я лишу для того, как хоть некая корысть от нашей сходки была, первое вот решение, мы мусим этот будинок, так, уже зараз, хоть виртуально, передать под музей, под Куропаты. Такая машина стоит. Другое, что можно сделать вот зараз. Я не супроть, господарство, я не супроть любых акций, которые мусят отбываться, лишь просил бы увеличивать, что эти акции потребуют такую великую колькость активистов. Вот. Тому, коли ви мені що пропонуєте, ви на це так само звертаєте увагу. Що можна зробити от, літерально сьогодні і іменно нашими висілками? Це в першу чергу, так, знову таки, по виніку нашого посідження мусить бути вельми коротка заява, якою легко переробити на петицію, в першу чергу, електронну. І от ця електронна петиція мусить завтра вже і сьогодні так, збиратися білорусами. Так само мусить бути заклик. Ще до 1 числа, хоча залишилось 2 дні, так, до всіх зацікавлених країн, які ведають, що таке комуністичні репресії, улічувати треба те, що там знаходяться святині не тільки для білоруського народу, а лише для польського, литовського, терміново мусять бути проінформовані амбасади, вот. Терміново мусить бути дадена інформація міжнародної супольності і по міжнародних структурах, які займаються репресіями того периода коммунистических репрессий. Вот. Ну и натурально, самое главное, засиротиться все-таки хоть на дробной, а лишь на акции 1 червня, потому что часу осталось вельми мало. Тому я пропоную вот просто коротко обмерковать то, что я сказал, и головное, что присвятить сегодня, распрацовать, что мы реально робим 1 червня. Бо эту акцию так можем вытянуть на за кошт тих людей, які собрался сегодня тут. Ярослава, така не буде ніякої акції на супроти Міністерства культури, наприклад? Я хотела бы якраз додати, да, ми так само обмірковували, да, вчора на Смолока розпочалася инициатива за мемориала Куропаты. Мы обмірковували эту ситуацию, и я скажу так, что вот есть такая пропанова пасти завтра у мен облвыконкам. То Бог дозвол, да, Бог не Министерство культуры, потому что это же Минский район. Нет, Первомайские. Нет, нет. Это зараз. Я ще все, это я ще все. Переразделение администрирования. Лукашенко совсем недавно, пару дней, вы маете на увазі. Первомайский район, это Минск. Ось дозвол, вчора давав Буйвол удокладнение на Раді Свободі, що дозвол на акцію дав Мінаблвиконкам. Ранее это были регулярности, по-моему, уже. Ми працювали з райвиконкамом Мінським і облвиконкамом. Бо всі звороти ми накеровували у Мінаблвиконкам. Вчера я звонил, когда в исполкоме. Добре. Зрозуміло, походу були виконками, там військові. Бог дали бы с вами, я згодна, ми так само показали петицію запустити обов'язково. Так як 2012 год людей підписалося за шмат, більше за 8 тисяч, то шмат людей підписалося. Це буде так само така, вельми така резонансна така нагода. І я маю на увазі, робити таку акцію, ну, то бок цей поход, і не буде такої нашої акції протесту. Завтра там прийомний день, ці ви маєте на увазі просто наявним парадом, як ми хотіли у Воронка. Я зрозумів. Добре, смотрите, у вас парад 15 пропанову зараз є. Давайте тоді зараз. Вже узаконено, що це музей, так, меморіал? Международные? Да, международные, первые из категории международной значимости. Это, да, фактично. Проблема, разумеете, они в 2015 году выявили вот эту закон. Чернявский методы починали открестивался от этого. Разумеется, Министерство культуры зараз... Але, здається, межи меняли в 2015 году. Межи охоронной зоны листопад 13 года. Комиссия Минкульта
А после листопада 13 года... Это уже не ахоўная зона, и это не куропаты, ну, официально. Это, разумеете, это ахоўная зона, какие-то называется ахоўная зона регуляванной забудовы. Того, коли в ахоўной зоне нельзя будовать на углу ничего, то в ахоўной зоне регуляванной забудовы можно будовать вот такие малоповерховые будинки. Того, и они там скористаются. Того, там заправка, и они как бы это вот... Того, там на углу ничего не повинно быть. Але все равно так вот схема, по якой отбивались от бизнес-центра, та же самая. То есть мы казались, як это Минкульт вывел законные зоны? Это коррупция, и мы поднимаем. Были порушения, прокуратура спинила, а лишь прокуратура после заходила, то была коррупция навидала. Добре. Я хотела додать на пункт 8, на пункт того, что передать нам, да, вот этот будинок. Вот прошлый год был такой год супрацовництва с державой, спроба супрацовництва с державой, да, раз Якубовича Павла Изотовича, то Бог он провел такую инициативу. И тогда все так сгодились, что вот мы будем представниками, то Бог я, Чапольский и Игорь Николаевич. Да, мы ходили, сустракались несколько раз. Им первое, что мы просили, это все-таки заработать такое, дознаться фактично про этот бульбашхол, яким чином можно его вывести з складу гэтага забаўляльных установ, з гэтых рэстарацый, так зараз это объект придорожного сервису, фактично называется. И он сказал, что он займется этой справой, и после сказал, что ничего не атрымліваецца. Гэта грошы, гэта бизнес, и гэтым он заниматься не здзе. Чтобы дапамагчы ў гэта пытанне ён не зможа. Тому мы повинны реально разуметь, что грошы, яны повинны этим людям неяк вярнуцца. Их подставили, ці их не подставили. Яны зараз яны робяць это свядома, разумееце, калі на першым пачатку мы еще думали, что можа их нехта подставил, даў по некай бросавай кошту, по бросавому кошту гэтую зямлю, то зараз мы разумеем, что яны будут свядома, яны свядома ідуць. І под кіраўніцтвом правильно сказал Сючик, да, что под кіраўніцтвом КДБ. Да. 6 подарств, тогда выказываемся по черзе. То бок і навеш в любым выпадку рухацца трэба. Рухацца трэба, і трэба розныя варыянты. І часткова дзяржава прапанаваць дзяржаве, і часткова нам быць гатовымі забраць гэтыя сродкі. Но трэба нешта рабіць. Няхай дзяржава дасць кавалак зямлі там, дзе непадалёку, на каля-кальцавой, няхай яны там будуюцца. Ну, нешта трэба рабіць. Добре, спадарства, тады у мяне ёсць прапанова. Прагучала парадка 15 ідэяў, так? Зараз мы сконцентруемся на тых, якія найбольш тэрміновыя, і тыя, якія мы можам пацягнуць. Ну, той, што казаў Вячеслав, там, зварот, скажем, падрыхтоўка акцый першага, але пройдземся таксама і па астатніх рэчах, што мы гатовы рабіць. Значит, пачынаць трэба відавочна з нейкіх юрыдычных пытанняў, пахода в Мінкульт і абвыканкам. Так? Ну, Ганна паспяхова рабіла гэта ўсё мінулыя разы, будзе, можа быць так. Сварот у вас есть. Можно просто обновить трошки, что 8 1 червня отчиняется, и мы супротив этого и так далее. Прапанова завтра уже ісці в облвыканкам? Ну, завтра, я зразумею. Але ж не только облвыканкам, в связи с тем, что эти походы будут однотипные, да, то есть Мінкульт. А облвыканкам географично далеко от Мінкульта? Это Кашлычинская площадь и Немир, так? Это только, может быть, какой-нибудь нормальный интернет працует. Поглядите, может, у них працовные дни завтра есть. У кого вот есть працовные дни? Кстати, прием громадян. А, прием громадян. Нет, можно удокладнить. Вот зараз будет доплатнить, потому что зависит от этого разные форматы отрываются. Мінкульт, на самом деле, что вовремя, навіть коли їх прийомні дні, это такая головоломка. В інших там парадку були, а Мінкульт страшна річ. Добре, господарство, значит, тады, Ганна, вы уже продумываете, может быть, напрыканцы схода зрабіце прапанову, колькі ідзе сабрацца і куды ідзем, облвыканкам і Мінкульт, з якімі дакументамі? Ну, лепш раней, на 10 гадзіне. Так, и шухерить, она не любит, коли натовпом. Я тогда уверенно наложили памперсы, коли мы были шамайским администрацией. Я думаю, я думаю, треба починати на Мінвиконкамі, это Касличинская площадь. А як закончится там, бо мы не ведаем, уже оттуда организовано просто перевести, там близко теперь ехать. Да. Это 10-й. А 10-й коля будинка Мінвиконкама, правильно? 10 Ось, і тут якраз союз, тому закликаємо тих, хто може, так само приходять до влади, що може поміж собою там, выставим петицию. Давайте от усіх мы выставим эту петицию. Давайте петицию, господарство, по тексте. Кто подрихтує текст? Ну так ось опять зворот і буде петиція. Я думаю, зворот, петиція мусить бути вельми просто. Она все з неких тезів. Перше, так,
значит, что мы лично недопушальным и хамским, так, спробуем открытия этой забавляльной установы, констатация, и потребуем, значит, державе використати любые сроки, как замес того, как побач со святым местом для белорусов Куропатова возникла забавляльная установа, на этом месте был створен музей. И все. Ну да, 2 абзаца. 2 абзаца. Навошта нам выкупать, не выкупать? Я выйду на 5 секунд. Мое международное значение. Не могу со всех вопросов. Добро. Так, петиция на папері і електронні. Так, петиція на папері і електронні. Второй варіант. Добре, це номер 2. Третье господарство, значит, уладальникам. Ну вот сформулировать и передать эту пропанову уладальникам. Питання, хто уладальники? Ви розумієте, за всі ці роки ніхто не змог знайти, хто уладальник. Я за то, как посмярить Белрест Инвест это не уладальник. Мы не повинны в этом акцентоваться вам. Вот это слово экспроприация, оно так Давайте, я думаю, что настойливо, просто нет, настойливо пропоновать. Белрест Инвест не уладальник. Паша, колено называет кошт 4 миллиона, то... Нам уладальники написали неких фирм. тут уже... А что это за белорусскому народу? Да. То есть формулировать треба, разумеете, будьте реалистами, потребуйте немагчыма. Але я Я мені передадуть, я можу дотримати 30 часів, як хочу. Можна буде просто казати про передачу. Ніхто не буде це за 4 місяці. Держава это может частково компенсовать. Мы же все-таки за приватную власть, да? Там одна тетка, они назначили управляющую. Давайте, прошу тогда... Передать и за лучшее место. Давайте будем выказываться по черзе, так, господарство. Значит, ідзе гаворка про уладальников. Коли мы нават не ведаем, хто яны, то пакуль это пытанне мы зачиняем, потому что упирать, ну, яму можна передать. Ранее яны были включены у сайт нашей ресторанной группы. То на сайте яны были, то можно было сказать, что яны являются сябрами этой нашей ресторанной группы. Зараз на сайте их нема. Окей, можно передать листы с вороты до их, до уладальников, у Минкульт и у Облвыконкам. Вот до их. Нехай передают. До их написать Добро, лист. господарство, кто возьмет на себя отказность передать это уладальнику в любой форме? Владимир Иванович, зараз ось это нет. Ну, Белрест Инвест. Ну, мы только Белрест Инвест. Я думаю, что не факт, что это Добре, господарство, увага. На мой погляд, повинен быть хтосьці адказны за камунікацыю з гэтымі уладальнікамі. Магчыма, яны ўсплывуць пасля першых акцый. Магчыма, пойдуць на контакт. Калі нету, грукацца да іх. Владимир Иванович ходил, колись до этого Белрест Инвест, размовлял с этой женщиной. То есть контакт некий. Владимир Иванович, может... Но если они владельцы, у меня такое чувство, что там что-то произошло. Давайте, может быть, Владимир Иванович, вы попробуете высветлить это питание. Ну, хорошо. Так. И мы тогда уже сможем, як кажуть, заходить за це. Добре. Господарство, значить, наступне питання гэта міжнародны аспект, амбасады і так далее. Значит, в Куропатах повинны быть зацікавлены все амбассадоры, потому что там регулярно отбываются походы, так, але найбольш поляки, я так думаю, так? Поляки, там крыш есть, Украина, Балтии. Израильскую амбассаду. Израильская амбассада там Камень бывала? стоит. Бывала? Воровый поставил камень, я думаю, бывало. После Светары. Американская амбассада. Как раз таки по черзе давайте сказать, кто Владимир Иванович. У меня, так сказать, вот в панике, что Старлыч в свое время делал попытку регистрации Куропатов в ЮНЕСКО. То есть есть международные структуры, которые как бы отслеживают проблему. Насколько они эффективны, я не могу сказать, но сам факт такого обращения был бы очень полезен, мне кажется. И я хочу добавить, что в этом плане я как бы пытаюсь вытащить международный мемориал в Москве, подключить тоже к этому вопросу. Но у них там свои проблемы, включая смерть директора, председателя международного мемориала. Добре, а послухайте, як сформулювати, хто готовий сформулювати, який посыл, що ми потребуємо від
амбассаду. Там Звернуться до Мы держави. не потребуем от амбассадора, мы информируем. Известный сосуд. Ні, ну чого ми хочемо? Давайте сформулюємо так. Мы информуем за непокойность и хочем от их некой реакции. Вот я думаю, что так. Громадяни Певна реакція. розстояння, не тільки білоруси. То есть мы просим вас высказаться на тему того, что вот у Куропатых там... Да, реакция. Мы хотим, чекаем от вас реакции. Так они листы дослали там от администрации. Хочет превратить в забавляльные структуры. Плакаты могут вывести. Это не по-человечески. Не, может быть, мы звертаемся, просим Громадянам, конечно, Да. своих громадян. Оказать содействие. Да, перед белым белой стене вывесили. Как это сказать? Это было бы... Предотвратить это. Добре, господарство, значить, тоді у мене є таке питання з поляками, можна буде це обмірковати? Обмерковать можно. У нас є партнери керуючої партії в Польщі тут за столом. Обов'язково Всем треба, всем треба. Прибалты или Бельска. Прибалти, Лібейська, да, Литва. Это кто куда Мазурку, типа? Это все, у кого есть Ні, справа в тим, що там, де при владі партнери, або там, де найбільш добрі стосунки, абсолютно серйозно, там легше. Нет, ну Литва или Бельска. Ну, С можно латышами всем можем мы так написать. само. Ну вы швед наши. Да там усталевый крыш, пиаром країни. Добре, господарство, тоді як мога худшей, просто може бути навіть зустрічі в амбасадах організувати. Може бути навіть когось з комітету оборони Куропатов туди запросити на такі зустрічі, просто потлумачити, що відбувається і те, що ми їх просимо, не обмежуватися листами. А запросить всех амбассадоров их На открытие? Да, на открытие. Там же лава Конечно. Американская амбассада, это же... Лава, На открытие просто я побаиваюсь уже на открытие бульба школа, мы их не затягнем. Нет, 30 числа. На третье. На 3. На третє. Ну да. Ну на третє було б, конечно, логично, как сами организаторы На третього першого запрошали. зладити лаву Куропатов. Нет, конечно. Зараз ми до першого Туди дойдемо. амбасадори. Зараз ми пройдемо. Добре, господарство, значить, це тоді в першу чергу поляки, литовці, латиші. Ну і за тим усі остатні, накольки хопить часу, тому що ми сьогодні на завтра можемо просто не домовитися на зустрічі, там це не так просто. Зрозуміло, міжнародний аспект ми пройшли. Тепер давайте господарство до 1, 2, 3 червня по календарю. От саме 3, напевно, важні дні. Ну, завтра ми вже йдемо у установи. П'ятниця, 12:00 відкриття. Ну, я так бачу, що треба збиратися в 11:30. Уже, напевно, там, на Бульбашколе, как не тратить час на то, как переходить, там немалая отлеглость до самого Бульбашкола. И что мы робимо? Значит, перше, ну, самое простое, что можно сделать, это взяти талерочки, ці можуть бути літери, які складаються там у лозунг, наприклад. Минимум раздрукувати на костях. Есть один Могильник для Шира на могильнику. Першая – это пятница. Першая п'ятниця. Амбасады суботу, неділю не працюють. І пословні буде нема у світі. В пятницу Першая все лето будут за выезжать в город. И один на это можно только в пятницу, Я так где-то само 10-11 раницы, все. А потом все разъезжаются. Весь город и спеку все уезжают. А амбасады увогуле працюють в пятницу тільки до 2. Ви маєте на увазі, що не в 10 має сенс це починати і запрошати амбасадора? А потім ніхто не Я зрозумів. Добре, по самой акції. Ну, не знаю, мінімальна пропанова, це з талерочками або з літерами. Ми вистроюємося там, де або заїзд, або відбувається відкриття. Так? І ну, після буклети по Куропатах спробуємо зайти внутрь і потлумачити, що таке Куропати. Так? Навідникам, владальникам, Я еще супрацовникам. умела сдруковать, на каким писать, что, где и что вы будете уживать, с выглядом на могильник и на могильнику, там где крик и слезы. Якое у вас меню? Ну, ось гэта треба буклет падрыхтаваць нормально. Ні, буклет по Куропатах есть. Москва Ян Продвесник роздавала у Куропатах. А где можно его поглядеть? Я стелефонуюся, запрошу людей. То есть Там не кольоровые буклеты. По Куропатах полная информация, что это То такое. есть яны ёсць. Мы нічога новага не рыхтуем, яны ёсць. Я Што думаю, раздаваць, што раздаваць. Я думаю, что это Да, уже это не важно. Гэта уже ёсць. Значить, які-небудь інші конфігурації. Ось пропонова, сказав мені, любові, всі виїжджають. просто напоминаю, что Виїжджають з города. Коли, в який час ми там зустрікаємося, так, господарство? І куди, ну, на який час ми закликаємо? На 10, на 11, 11:30? Так, ну вот в 10 же треба може і раніше, бо з'їжджають в 5. Здесь уже Давайте в 11, потому что прицел 12, как не Да, давайте будем ориентироваться не на амбассадора, а на людей. Потому что 11:30 сбор. Ну, 11 до 11:30. Ні, давайте в 11 збор. 11:30, давайте там вже люди прийдуть. амбассадор это только... Значить, добре, господарство, в 11
Гадзін, дзе мы сустракаемся? Уже там же на На Бульбашколе заправцы. альбо на ўваходзе. На заправце на выходе. Да, на заправце. Заправка з боку А во Бульбашкола. сколько, а там официально у них написано? 12. Где у них 12? По полю на плоте ничего не написано. Мы вчера были, там ничего не Не, написано. ну информация тут бая, 12, ну я не очень. По полю там какое там внимание, отчувание, что нечто будет открываться. Ни Володникова, ни у Пригожина, ничего, карантин, ничего не может. Ну, у меня еще есть такая каліматична пропанова. Ось некалі Вячеслава Сівчика давно сустракаліся Крестина. Оркестр замовляли. Только не напоминайте. Пахавальный. Тады был пахавальный оркестр, який играл веселые мелодии. А лесустрелі не Сівчика, Конопатського. А может быть, сапраўды ці замовіць, і самим организовать нешта такого кшталту оркестра, який будет стоять и реквием играть. Это вельми моцно было, конечно. Это будет такий вельми моцний посыл, вельми моцная картинка. Я думаю, что по мозгам крыху все ж таки. Память про Загиновых и символ, что... Добре, якое меркаванне? Ну, конечно, это моцный, сугестивный ход, але як поставятся наши... Это не сгодятся, Это было бы здорово. Замовляешь и баждаешь оркестр. Заплатить, Рассказывай, как это было сделано, как без демагогии. Это я могу рассказать. Нет, Женя Скочка, когда я сидел, справа ПНР, потелефоновал, так, звычайную, сапраўды, пахавальную команду, которая за гроши обслуговывает не больше. Это может сделать любой человек и Я терпеть. сидела на Крестина и не ведала, а он мне каже, мы едем на вызволение Сівчика, он говорит, вы ведаете, у нас в похвальных бюро працуют некие люди абсолютно непростые, нормальные, почему? Но я звоню и говорю, что вы можете на такое-то число нам оркестр. Они говорят, а вы что, знаете, что именно в это число у вас будет покойник? Он говорит, да, знаем, там кидают слуховку. И мы дозвонились наконец до какого-то бюро, они сказали, да, на такое-то число мы можем. И тут Скочка спрашивает, а не могут что-нибудь веселенькое сыграть? И у выніку мы, когда приехали туда, стоят 5 алкоголиков с фингалами, ну, какие вот входят там, отчиняются двери Окрестина, и тут громыхнул этот оркестр, выходит Конопатский, они играют, если вы нахмурились, выйдите из дома. Выскочил Полута, тогочасный керовник Окрестина, забил как дирижер вот так вот палочкой, и алкаши убегали, за ними кто-то из Скочка бегает, почекайте, мы же вам гроши не заплатили, они там Лірика. Шумана грёзы замовить, вельми пригожая речь, до речі, они мусят ведать это все, и это выглядать достойно, и недовольно. Инициатива карается. Алексей готовы взять на себя. Ну, давайте, я могу поспробовать это организовать. Добре. Ну, контекст. Да, коли это отрывать, это будет хит, конечно. Я думаю, что про это уже будет ведать полбеларуси. Про то, что так открывали. Поедем. Да. И еще есть такая пропанова, в принципе, по законе об обороне правоспоживцов повинна быть книга скаргов, в кожной установе, которая открывается, и обовязаны предоставлять по запотребованию, коли они не предоставляют, то это порушение достатково моцное, на яке треба реагувати. І є пропанова, ну і пешага, просто брати їх эту книгу скаргов і писати об тим, що лишим неналежне знаходження тут забавляльного мероприємства, і людей закликати просто, як приходили і писали їм скаргу. Чарга на книгу скаргу. Классная идея. Самое главное будет трапить внутрь, потому что я думаю, что нас будут отметать еще на выходе, вот там, где уезд. Ну, может, навіть на подвиходе. Послушайте, а у меня такое питание. Мы пешки, коли будут отчинять брамы только для машин. А, например, чи можем мы организовать 2-3 машины? Я буду на машине. Просто заехать туда. Справа в том, что потрапить туда, например, с буклетами, это треба заехать. Все, добро. Пешу мы никого не пустим, мовляв, только на это самое. Можно будет. Ну это так само вкусно. Как не пустить пешки, это так само вариатства нет. Ну, знаете, тут может быть всякое. Ну ясно. Еще тишотки можно углем белые, зробить полоски и у их быть. Белые майки, тишотки, вуголь дарешь, и после помыть можно, коли что, и размалевать полоски с народников тишотки. Ну это просто туннельная. Ну, белую полоску, это символ смяротной кары, насамрэч, только им апранаюць эту белую полоску. Вот, чтобы это память забитых безвинно, по законе
дальше. Сможете подрихтовать? Что есть такое? Ну, я хотела бы так люди так само не... Не, кто готовы просто подтримать? Хто готовий підтримати, береш наволочку, виразаєш для голови те саме, для рук, фарбуєш углем і полоску йдеш. У мене нема грошей на 20-30 тішоток, правда? 20-30 тішоток це буде вже... Народ, ну сапраўды, коли нас одразу будуть винтить, крутить, що робити? Конечно. Ні, коли крутить, так вже робити нічого не треба. Без колей. А де вже весна буде працювати. Але я думаю, что не буду сами крутить, они сами задумались... Нет. Там будут все уже... А холодно где не знаю, уже это первый, несколько раз стыкались, на земле размовляли. Добре, господарство, я лічу так, що там повинно бути саме менше чоловік 30. Тобто треба зараз працювати на то. Ну, нас 15 там може прийти, нас упаковали і вивезли і все. Упакуют на подходах. Коли человек 30, вот это уже серьезно. Коли упакуют на подходах, ну что ж, Александр Григорьевич прилетит в Австрию. С судом ему пару журналистов зададут питання. Значить, тому перше тады питання. Раз у нас 11:00 збор, позначаємо місце яке? Заправка, коля, борьба, школа? Так, заправка. Так і формулюємо? Так, заправка. Ну просто заправка, там тяжко. На заправке там есть магазин, и там винтить складання. Ті, хто пішу, вони повинні пройти французьку куропату. Для заправки. Господарство, зараз запитуємося таку річ. Ті, хто на машинах, просто тоді автомобілісти, заправка, коля, бульба, школа. Хто пешки на диспетчерській станції, там, де звичайно просто ті, хто приходить на куропати, збирається. А тут йдуть пешки, так? Так і пишемо. Это что, от Корстоянова? Ні, Корстоянова, Зеленого Лук 7. У Куропата Концевий припинок 90. Обычный Скоропад. Да, 46-53. Можем просто на самом Куропата собрать. А все равно что Коля, крыжа, попутать, это 7, так? Это будет легче. По-моему, один сразу на ту заправку. Просто не все могут сведать. Крыш покутать или Ради там был выход. Добре, господарство, тоді крыш 11:00, коля, крыжа, покутать. Так? Ну, плюс, мне здається, що це більш правильне місце, тому що невідомо, як ями будуть себе поводити, може це заправка закриється, так? Що може бути? І коли таке місце ми призначаємо, то там по-розному, а криш покутаємо не перекрити. Там можна буде зібратися і вже по ситуації бачити. Я зрозумів. Значить, господарство, 11:00, коля, крыжа, покутає. І велика просьба усім, навіть не просто перепощувати, там, хтось поставив, ви перепостили, а просто формулювати, увага, формулювати свої посты в социальных сетках, так? 11:00, коля, крыжа покутать, господарство, збираємося, всі, просто зараз треба як мога більшу мобілізацію. Коли там буде 100 чоловік, я думаю, що справа може вестися некількими днями. Коли нас там буде 10, це буде надовго. Добре, господарство, значить, тут ми вирішили, що по плакатах і всім остальним. Ну, кожен робить, малюється. Кожен робить, Конечно, що є там. По-перше, журналісти плакати, що в гості повинні бути з... Бізнес-центра? Да, з бізнес-центра. Ну, сомневаюся. Вот, кстати, это плакаты. Их, в принципе, повесить. Сомневаюся. А что-нибудь с наметом лагерем, что может потребиться там? Можно достать? Нечто есть. Теперь послухайте, господарство. Значит, який-нибудь лозунг мы кидаем, то есть там повинны быть некие, ну, ясные лозунги. Лозунг у нас... Давайте сформулируем. Основная наша идея – это передача под музеификацию. Так, музей. Вот это мы повинны быть... Так, а як это повинно... Не кабак, а музей. Не кабак, а музей. Да, не кабак, а музей, нормально. Вот что-то такое, да. Не кабак, а музей, не гулаг, а Украина, Родима. Да, давайте держим спрямимся. Не кабак, а музей. Кабак, музей, давайте, да. Ну, корчма, конечно, але это не корчма, это кабак. Это кабак, российский кабак. Кабак, а музей нормально так. Добре, господарство, не кабак, а музей. І, в принципі, я думаю, що роздрукуємо ще літерки, там можна буде по одній літерці чоловік тримає, 23-34 примінити юридично немагчимо, але все разом складається у лозунг. Хоча, звісно, ну, я не зроблять, коли захочуть, ну, але тут уже є досвід, це може допомогти. Так, господарство, тоді 11:00 збор. Давайте, хто, що ще може бути возьме туди? Може бути петицію роздруковану туди взяти? Так само. Треба написати спочатку. Вячеслав пише, я бачу. Да. І петиція до владельника. Все ж таки вона знаєте. Ну, я сподіваюся, так можна буде А сенс? Ні. Все вирішають
сам. Ні, все одно, тут наша справа, рухайтеся чи ні. Буде. Добре, господарство, тоді, значить, фактично, хто-небудь бачив, як відчиняють такого роду об'єкти? Накільки це довго? Стужечка переназається, що там? Шарики. Слушайте, пожалуйста, видите, я просто хочу... Черные баллоники такие. Вот я бы, какая может быть ситуация? Давайте мы так само продумаем эту ситуацию. На месте уладальников, я думаю, что у них вот, информация про то, что мы зараз тут собрались. Да, и устремляйтесь, я думаю. И они это ведают. На месте уладальников, что бы я сделал, я бы перенес открытие на 2-3 годины позднее, и на наступный день. Нет, просто мы повинны продумать, то есть мы приходим туда в 11, у 12 там, чекаем до 12 и ничего не бывает. Тоді ми просто закликаємо людей приходити на 3 коліна, на 3 А мы не коліна. И там вот так Информация про 12. Да, и такое может быть. То есть, Його роботу повинні відати я зараз набуваю, я не бачу. Вони повинні відати, коли у них відкривається цей об'єкт. Мен, райвиконком повинен докладно відати. завтра мы Некое запрошение, наверное, Запрошення немає. не повинны. Надо в общий позвонить. Чего они Они не подманут, они просто... Нам информацию газет на сайт, Пристоличье, для того, чтобы вешать информацию. Автоматически закрывается. Нічого нам не повинні, то есть відчиняються, коли Добре, а як називається сайт, де... Пристоличье. Пристоличье. Так само можна повідомити Нам Пристоличье. тлумачили, що коли буде, наприклад, некое там обміркування, ці нечто буде відкриватися, то Бог одразу буде писати, з'явиться інформація. Я хотіла... Ну, господарство, глядите, коли ми завтра туди з'являємося, а там нічого не відчиняється, то вже плюс. То есть, ну, Да. стояла мовчки і стоїть мовчки, хай стоїть собі, в принципі. Як тільки вони об'являться, ми об'являємо мобілізацію. Ну, я могу до вечера постоять с крыжом, с ничами и плакатом. Одна, хорошо. Ні, ну, в будь-якому разі. Я сама свободна. Я думаю, Може, ніхто ще що маю рацію зміцер, коли говорять, що там вже подрихтувалися, там нечто є. Ну що, кроме казаков уражених, вони можуть виставити там на ту саму. Після пропонов з крижами. Це все, що того, А вони можуть почати зона режим режим можна ставити. Це все ж таки зона, охоронна зона Куропата, розумієте? Ось це все охоронна зона Куропата, меморіали, зміться, ви в курсі, да? Тобто режим ми там поставити можемо. Не узгодняться с Минкультурой, конечно, но легче Пусть нас просят перегородить. Это же не их территория, их территория уже за плотом. Вогулі треба з крижом, з крижами треба стоять удовж кольцевої для увохода, як мертвые з косами. Це так само привлекає такой колькости, максимум 5 по кольцевой на автомобилях. 3-5 мы можем заработать. Ну, по пушку, да, по часе 3-5, по часе по-хороших это не больше. Ну, это так изнутри был как-то не Есть новина про митинг у Куропатах, ХП, на С Друзбаре. 13 до 16. Да, это информация у неделю, третьего. Это информация на Тутбае есть. А по открытию некой новины. Ні, зараз треба пошукати, ну, 100. Не, они могут сказать, что мы просто забыли сопоставить. Павел, прочитай просто, только не слышь. Самое пошлое поведение. Ну, я хочу зачитати. Не вслых, ну просто... Ну, працівники сказали, что после 12 годин. То есть информация, на самом деле, что после 12 открытие. И это сказали пацанники. После 12 не одно. Нет, подожди. В любом разе почекаем мы Завтра мы повинны все дознаться. Завтра мы повинны выйти в господарство, хай не шифруються, хай не ховаються, хай не роблять щось завгодно. Просто коли оркестр замовляється, у них тарифікація погодинная. Алексей, Коли там будут журналисты и удельники, это уже будет... Алексей, после завтрашнего дня треба, коли мы дознаемся уже докладно. Ну давайте, да, может быть завтра будет... Да, давайте завтра. Коли нам, например, або в виконкомі скажуть докладно уже час, тоді ми будемо вже бути Ну, значит, по виниках вашого, Вертаємося. по виниках вашого обміркування петицію так і назвав «Не кабак, а музей». З 3 пунктів. Ми, ну я тут не писав, громадяни і так далі, обурені черговим наступом на Куропати про спробу відкриття 1 червня забудовельного комплексу на базі Бульбашколи. Другое. Ми так потребуємо від сьогоднішніх владів терміново скасувати всі дозволи на основанні забудовельного комплексу в Куропатах. Третє. Ми потребуємо від сьогоднішніх владів відкриття
музей ахвяр коммунистичных репрессий на базе побудованного комплексу. А другие пункты еще раз начислить? Мы патрабуем ад сённяшніх ладаў тэрмінова скасавання всех дазволаў на існаванне забаўляльного комплекса в Куропатках. Можно написать, написать, что это, что это незаконное? Можно. Можно. Это слово, что это супротзаконное. Да, я спочатку было незаконно, а потом я закрыл. Давайте по тексте Ганна трошечки там до рядовую, так как раз. Это Я зрозумів. Господарство, значит, по пятнице. Тут самое, почекайте, я же закончу, так? Самое главное обмежеваться этими двумя пунктами, их можно поправить. Я ж на коленце, как писал, на ваших большах, разумеете. И вот новое, только вот этот вносим то, что тут придумали на моих большах, так? Потому что петиция, я думаю, повинна называться. Добре. Добре, господарство. Тады мы вертаемся до пятницы. Значит, ну, задача мобилизовать як мага больше людей. Вельми великая просьба до всех просто по своих каналах запрашать, закликать всех, кого магчыма выцягнуць туды, потому что от этого будет так само залежать, ну, якая запевка будет, такая компания. А супраць все ж таки ночного бдения с давайте зараз мы идем далее. Давайте идем далее. Значит, я думаю, что пятница это старт в любом разе, так? С пятницы на субботу ночь можно обмерковать. Ці выставляем у субботу, например, наметы. И что мы робим третьего, что мы будем пропановать КХП в неделю? Я вернулся бы до 11 годин першого, так? І я думаю, що варто було б от зараз використати те, що є стрим, так, і закликати світеров різних конфесій, приходить о 11 годині в Куропатках, вот, нам поговорить с кем можно, как все-таки это все пошло из молитвы за Куропаты, в таком формате, независимо от того, что робят влады. Давай, Павел, может, так и почнем, 11 годині першого. Ну, Вячеслав, я не возьмуся, просто мне по часе я не смогу ни в Курию, ни в епархию не поспеть. Не поспеешь. Ну, это треба, разумеется, там еще ходят бюрократы, это ни в яким разе не будет. Паша, ты пропонуешь с пятницы на субботу? Не, в пятницу пропоную, Вячеслав. Нет, а ты, я просто не зрозумела така, що нелогічно, з четверга на пятницу, значит, неделя. Ну, я все ровно С четверга на пятницу? Нелогично. все пошли. Нелогично. Почему? Скажи. Ну, потому что, ну, по-перше, так, зберуться люди, как раз. ще невідомо до этого часу, насамрэч, так, що вони будуть в п'ятницю робити. Розумієте? И что? Кольки они будут это робить? Это же люди, которые будут там ночевать. Разумеете? Что значит ночевать? Ночь постоять это не ночевать. Нет, это значит ночевать, Ольга. Тому давайте все-таки ночевать. Я ночевала на Куропатках не одну ночь, ничего складного не было. Вот я люблю, когда люди размовляют. Слава, как ты здесь? Так, господарство, коли нас повага. Секундочку, господарство. Я не размовляю, роблю. Тише. Конечно. Господарство, давайте не будем свариться. Конечно. Хвилиночку. Я лишняя. Господарове, значить, ніхто не перешкоджає сябрам оргкомітету з п'ятниці на четвер, с пятницы на субботу збиратися і закликати людей. Это никто не перешкоджає. Разом з тим, вот просто якби збирати все войско і каб воно там ночь стояло, ну, всі ведуть... Почему все войска? Причем тут все войско? Ночью стоять с походнями Видите, коли хтось туди готовий пойти, і буде він готовий в 11:00 в п'ятницю удіяти ситуацію, я тільки за. Хтось тут присутній готовий ще долучитися, подивіться руки, тоді побачимо господаря. Ні, я маю на увазі. Тоді треба збирати просто людей. Будем збирати людей. Добре, тоді просто треба збирати людей, хто ще готовий. Эта ночь мусить бути вельми важной. Как и так само будет решать их поводины. А я лучше на молитве думаю, они его с протестантов попросить, как они все-таки Вот с ними можно связаться на вопрос, я попрошу. Автокефально я могу связаться. Автокефально я могу связаться. Давайте. Я тут свяжусь с протестантами, с ними простейно. А все-таки, может быть, Павел, кто если замест вас может хоть звернуться и до костёла. До святоров можно так, да, их можно звернуться. В костёле, разумеется, строго. Да, всюду строго. Там повинно быть решение. Яны не прийдуть, але звернуться, каб яны удзельничали на ўладу, то бок, каб яны звернуцца. Зразумела, што першага яны не прыйдуць в касцёл, не праваслаўную царкву. Хай неделю молятся за Куропатках. Просто каб молились, молитва. Добре. А если треба, как кто-то контактовал, лучше проблем. Ось люди не А можуть. тут час. Добре, господарство. Галина Васильевна.
Гэта ідэя ўзята, звяртаемся, к 11:00 запрашаем их у пятницу и в неделю запрашаем их на митинг реквием, так? Да. В любым разе. И просим в неделю, как молиться. Буде нечто ночью, питання. Буде нечто ночью, Ольга Николаевича будет. Десь з 8 вечора до початку, до 11, коли з'явиться усі. Гэта не складана витримати, хто не працює, у кого відпочинок, хто на пенсії. Долучайтеся усі, у тим ліку, ну, хто повнолітній вже з цього моменту можна, студенти там, і так далі. Тобто ніхто ні з ким не буде провокувати, щоб просто спокійно. Если этих заметят, то не будет башку. Добре, господарство. Про гэта вот я и думал сказать, потому что была такая идея, мы послухаем обовязково по субботе, значит, господарство. Пятница, ночь с четверга на пятницу, пятница рашениями укомплектована. Так? Наступное питание, вот на мое меркование с того, что мы обмерковывали, наметы. Суббота трошки провисает. Поміж пятницей и митингом реквием у неделю есть субота. Коли в субботу урочисто ставить хотя бы один намет, и есть люди, которые готовы там дежурить, это бы уписывалось. Но у меня есть питание, есть... Намет можно ставить в неделю. Намет, ведайте, а дождь может быть. Парасоны есть. Давайте... Не, ну... Намет про тое, коли ночью в Куропатах, коли там уже поддоны настелены, бочки лежат, ну... Поверьте, первую дождь ты выставляешь намет, троху на двое. Не, я памятаю, что мы выставляли, когда была круглосуткова варта, там так само помучились. Ну, тому першая... Добре, ну что скажем нам власть? Знаете, чему я супраць того, как выставляешь четверг на пятницу? Потому что, когда ночью с четверг на пятницу споминают, кто будет стоять у местечку, то уже у нас на N оборонців, які будуть присутніші на комісії, буде менше. Це перше. Ми не можемо докладно ведати, як буде розвиватися ситуація, але ми ведаємо, що може бути, і тому треба це вирішити. А коли в суботу, наприклад? Логично. У суботу було б... Тем более, что выходный день. Логично. А за что пеленать? Послушайте, господарство, хвилиночку, не. Вольга. Там могут просто приехать Вы можете неведомые люди. Ви ж ведаєте, що адміністративний кодекс все написано. Тут не обов'язково дільничати у мероприятии. Я выступаю как то есть, когда мы принимаем решение выставлять наметы, я бы выставлял их при максимальной при максимальной кількості людей. Тобто треба скористати мітинг КХП, коли вони потім будуть туди, зібрати всіх наших, щоб там було хоча б чоловік 100. І у цей момент ці намети реально можна буде виставити, щоб їх не забрали. Когда там в субботу придет 10 человек, 8 человек, где построятся там наметы, их свинтить и посадить. А когда 100 человек, ну это уже складание. И когда они уже стоят, эти наметы, уже складание их разбирать, чим, коли вот на подступах стоїть ще розгорнуть не поспів, то нам треба максимальна кількість людей. Я би, коли б їх виставляв, то виставляв би їх неділю сумісно. Я не казала, ночь менавіта з четверга про п'ятницю, я не казала про намети, якраз таки про супер намети, тому що це перша нагода для опакування. З нічиї походня, уздовж, коли некілька чоловік прийде, не дають нагоди пакувати, але це привлекає увагу. Ні, походня відкритий огонь, вони можуть супермашину. Можно я короткий? Во-первых, при этой сегодняшней владе, которая приедет на законы, так, уже чіпляться до того, за что они пакуют, по версии, я могу тут рассказать про Куропаты и Вельмишмат, за что только там не паковали. Без всяких наметов навод, так? Вот. Вот я сидел за акцию консервативно-христианской партии БНФ, вот я теперь перехожу к моменту, я цалком то, что казал бы Змитер, есть тут два момента. Это акция, которую проводит консервативно-христианская партия БНФ, то есть вот такие речи все-таки треба робить только так, по самодокладнению, и тому сумнительно. Вот, по широкую причину. Тому все-таки я думаю, я все-таки думаю, так, что коли мы сегодня информативно вызначимся, что ставим субботу, которая свободный день, то можно просто поставить намет, в крайней упадку, так, поглядеть на реакцию. Это будет снова таки информационная подея, больше того, в субботу уже будет ведомо. Суббота просто провисает. Да, в субботу, по-первых, провисает, по-другому, в субботу только будет ведомо, те отважатся
яны адкрываць гэтую забаўляльную установу. І в прынцыпе нават усталяванне намёта дае нам магчымасць, так, выкарыстаць магчымасць того, што прыйдзе преса, то что нам можно будет дать информацию про наши дальнейшие деяния. И тому все-таки я подтримливаю при всей повазе до Змитра першопочерговый вариант, все-таки ставить вот на это намет, настолько, насколько максимум его поставить. Ну, когда поставим, будет добро. Одну ночь, я думаю, переночевать все-таки силу хватит. Суббота 12 годин, так? Нормально. Суббота 12, послухайте. Стоп, еще питание есть по месту, так? Потому что тут же треба все-таки с другого боку ставить наметы, а не там, где было на обороне Куропатова, разумеете. Але ж мусить все-таки збиратися каля крижа Покути, бо там минуты стояли перший намет при обороне 2001-2004 года. То есть я бы собирал людей все-таки, все равно о 12 године, и не на боку Бульба-школа, так, а крижа Покути. И там миновито, как некто, вот Мусит Павел, так, сказал бы несколько слов про оборону Куропатову, яка відбувалась в 2001-2002 году, так. Зміцерці уладях сказали бы про оборону, которая была совсем недавно, а уже только после перешли до этого Бульба-школа. Тому отрималось хоть некое, ну, грубо говоря, деяние нормальное. Суббота. Послухайте, логичная власть. Физично, сам намет и той же туди треба, пару спальников, там некие необходные речи. Молодофронтовцы могут потягнуть такую справу? Могут, так? Значит, суббота, 12 годин, мы сподіваємося на уладю молодофронтовців, вояра, мы будем... Включай на молодофронтовців. На молодофронтовців, я так, і тим не менш, я все ж таки тих, хто згодний ночить з четвер на п'ятницю, не покидаю, надіюсь, що зберуться, я згодна. Нехай Молодий фронт збирається в суботу, яка провисає, я буду відпочивати, видати, у суботу, або на пресі, або на літіші, буде бачно. Все ж таки я закликаю тих, хто може уночі з'явитися з четверга на п'ятницю з походнями, со зничами, у кого есть зничи великие, без вогнища, мы не будем распаливать вогнище, провести с термосом, с горбатой, с кавой ночь до 11 годины уздовж Кольцевой з боку Бульба-школи. Все ж таки, ті мінаки, які на машинах будуть їздити усю ніч, їхню увагу, города увагу, гостей города все ж таки не притягнуть. Я зрозумів. Значить, господарство, тоді у нас сформований, по крайней мере, на 4 дні фактично вже план, так, з четвера вечора до неділі вечора, так. Нагадаю ще раз, 8 вечора Вольга на ночное чувание. Затем пятница 11:00, каля крижа Покути збираємося, йдемо акція на відкритті, коли це відкриття є. Затем суботу 11 або 12 годин визначаються молодофронтовці, коли ставять намет. Ну, пожадано просто обвестить загодя, как люди могли залучиться. Значит, ставится намет, и у неділю з 13 до 16 годин відбувається мітинг КХП. До речі, 3-го буде свято Божого тіла, процесія по Мінську, там 1010 людей, звичайно, йде. От можна буде переговорити, людей запросити ще. Маршрут від Золотої Горки до катедри. По проспекте Незалежности идут по части поездов. Неделю будет, так? Это будет в неделю 3, это зранку. То есть там, в принципе, можно поудельничать там, людей подтягнуть, запросить. Здравствуйте, а це можна питання по ходу? Я хотіла запитати вас на пункт намету. Кольки буде чоловік там, чи це буде один намет? Кольки планується, що буде там особо? Минимум один, я так думаю. А коли долучится еще, то может быть и больше. Минимум один намет будет. Приносите свои. Это молодофронт, да. В принципе, будем запрашивать приносить свои, но минимум один молодофронт установит. Таким чином. Значит, тоді, господарство, екскурсія. Валерію Чорноморцеву запитаємося, коли яна планувала екскурсію? Я планувала екскурсію навіть до того, як я планувала на суботу на 12 годин, присвячену 30-годдю відкриття Куропатова. Я планувала запрошати туди абсолютно людей не заангажованных, которые с феста экскурсоводов просились, потому что я на фесте экскурсоводов... Я не буду включить в нашу компанию этой машины? Я могу только развести с составлением намета, потому что это люди абсолютно не подрихтованные, их треба подрихтовать. А, например, вот такая экскурсия, ты ведешь людей, покажешь, а вот зараз молодофронтовцы ставят намет. Ага, а вот зараз вас повяжут. Ну, пробачьте, коли ласка. Они дозволят ставить
Я коли запрашаю людей на экскурсию абсолютно незаангажаваных, я хочу, чтобы яны даведаліся ситуацию, а они не были одразу повязаны. Поэтому мне вельми важно, как вы поставили намет трошку позднее, чем я запросила людей на экскурсию. Валерия, намет же буду стоять далеко от своей силы. Ну, все одно, вот когда Вячеслав сказал, что 12 годинов для крыжа, а я планировала 12 годинов запрашать абсолютно незаангажированных людей на Куропат. Да, девочка, проблем нема никаких. Вы прошли, тут стоит группа, тут группа прошла. Нема никаких проблем. Мы не будем ставить намет коля крыжа. Покуты ставите, будем коля... Я просто запрошу их ранее. Запроси ранее, добре. Домовились. Добре, але в будь-якому разі там якби можливості екскурсії, поодиночні екскурсії буде, коли що, ми будемо відсилати далі. Коли вона скончається і починається мероприятство, це інша справа. Тоді можна запрошати раніше людей в суботу. Нормально. Добре. А где ставить намет? Вы подумали? Ставить намет, там на месте можно будет поглядеть. Поглядеть там есть. Там есть, на мой поле там одно место есть. То есть открывается вход, да, у входа. Сбоку от выхода, слева. Справа. Давайте мы резюмуем. Повторим, что мы робим. А обов'язково 12-й починається? Ну, визначаться, молодофронтовці визначаться з Єроменком, тоді узгодните. Потому что я вам сказал, что я не буду визначаться. Добре, господарство, я ще раз повторяю график. Завтра у 10:00 коля облвыконкама. Это Костричинская площадь, Энгельса, по-моему, там под Белтелекомом. Так? Энгельса 6. Энгельса 6. 10 ранку. Ганна Шапуцька, бере документи, запрошаємо підходити туди, йдемо в облвиконкам, затим у Мінкульт. Четвер, 20:00. Куропата. Коля крижа Покути, Вольга збирає тих, хто готовий ночить. Ночиться замечательно. Так, 11:00, п'ятниця, Коля крижа Покута, огульний збор, ось про це збір просьбу всім писати в соцсетках, запрошати всіх, обзванювати. Максимальна мобілізація на 11:00, п'ятницю, Коля крижа Покута. І ми йдемо на відкриття бульбашкова. Затым субота, ну попередние 12, может быть там 13 годинов, як вырежет молодофронтовцы, ставим намет. И затым с 13 до 16 годинов у неделю митинг КХП Бани. Ближайшие дни так. Значит, тады мае сенс у наступный понедельник по прошествии гэтых усіх мероприятий собрать нам знову аргкомитет и у понедельник, глядящий по выниках, планировать далее. Ну, ты кто будет на собой? Те, кто будет на собой, згода? Мне Кока-Колу нахуй. Зрозуміло. Господарство, згода? Так. Добре, тоді мети ясні, задачі визначені. Як кажуть, треба тоді за працю. Добре. Господарство, дякую. Петицию мы якби законные сходы приймаємо, правильно? И наш слоган не «Кровать на музей, не флаг, а свобода». Таким чином, оборонцы Куропата приняли решение и приняли план, які тільки що озвучив Павло Сидоринец. Ну а мы еще хотим попросить секретаря у наместника старшины партии Геннадия самого активного бездельника летошней обороны Куропата. Скажите, Алексей, что... Только что у офисе Незалежного профсоюза РЭП скончылася экстранная нарада абаронцаў Куропатаў. Яна была скліканая ў сувязі з тым, што на базе так званага бульбаш-холу у 50 метрах ад Куропатскага лесу у пятніцу 1 чэрвеня мусіць адчыніцца рэстарацыя «Поедим». Якраз вот гэта інфармацыя з'явілася ўпершыню на сайце Радыё Свабода. І вось прыхільнікі, тыя, хто выступае супраць адкрыцця гэтага забаўляльнага комплексу і супраць адкрыцця гэтай рэстарацыі, сабраліся тут, каб выпрацаваць тыя захады, якія яны будуць прымаць дзеля таго, каб гэта адкрыццё не адбылося. Па-першае, удзельнікі гэтай сённяшняй нарады дамовіліся пра тое, што яны звернуцца ў дзяржаўныя структуры, у Менаблвыканкама, таксама ў Міністэрства культуры і аднясуць туды заяву, у якой яны выступаюць супраць адкрыцця гэтай рэстарацыі і пра тое, што гэта ахоўная зона Куропатаў і пра тое, каб ўсё ж такі гэты комплекс аддалі пад музей сталінскіх рэпрэсій.
Далей сама абарона курапатаў пачнецца ўжо у чацвер 31 траўня увечары о 8 гадзіне. Вольга Миколайчык заклікала актывістаў прыйсці са знішамі і стаць уздоўж кальцавой непадалёк ад гэтай рэстарацыі. Потым ужо у 1 чэрвеня у дзень адкрыцця гэтай рэстарацыі запланавана актывістамі прыйсці туды, напрыклад, з плястыкавымі талерачкамі, на якіх будзе намаляваная мішень, і потым зайсці ў саму рэстарацыю, калі гэта будзе магчыма, і раздаць буклеты з інфармацыяй пра урочышча Курапаты, пра месца масавых расстрэлаў ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Далей таксама гучалі розныя прапановы, нават выклікаць музыкаў, аркестр, які будзе граць там рэквіем у дзень адкрыцця. Потым у суботу плануецца, калі якраз дазваляе цёплае надвор'е, усталяваць намёт каля гэтага забаўляльнага комплексу. І вось эту ініцыятыву взялі на сябе маладафронтаўцы. Таксама яшчэ прапанавалася ставіць крыжы. Ну а 3 чэрвеня у нядзелю у Курапатах адбудзецца санкцыянаваны ўладамі мітынг рэквіем з нагоды 30-годдзя адкрыцця Курапатаў. І вось удзельнікі гэтага мітынгу плануюць таксама пасля заканчэння яго падысці зноў жа да ўваходу ў рэстарацыю «Паедзем, паедзім». І таксама ў неўзабаве ўжо, магчыма, нават сёння з'явіцца электронная петыцыя пад загалоўкам «Не кабак, а музей», у якой таксама будуць выкладзены ўсё ж такі усе тыя патрабаванні, значыць, і пра тое, што гэта ахоўная зона Курапатаў, і што немагчыма там адкрыць такі забаўляльны комплекс, немагчыма адкрыць там рэстарацыю, і пра тое, што трэба зрабіць ўсё магчымае дзеля таго, каб і ўлады дапамаглі, дзяржава дапамагла перадаць гэты комплекс пад музей сталінскіх рэпрэсій. Вось гэта асноўныя такія высновы, моманты. І я яшчэ хачу спытацца намесніка старшыні партыі ВНФ Алексея Янукевіча. Усё ж такі, як вы лічыце, такая экстранная нагода, зноў ёсць пагроза Курапатам, як это было і ў 17-м годзе апошні раз вясной, калі удалося адстаяць і спыніць будаўніцтва бізнес-цэнтра. Чаму так мала людзей прыйшло сёння на гэтую нараду? Ну, насамрэч, я не сказал бы, что гэта мало людей для нашей беларускай ситуации, для нашей беларускай справы. И у мінулым годзе, у 17-м, таксама абарона Курапатаў пачыналася там з 6-7 маладафронтаўцаў, якія папросту прыехалі і ставілі намёт на месцы. І пазней людзі падцягнуліся. Я перакананы, што ў працэсе людзі таксама будуць далучацца, падцягвацца. Таму я не думаю, што тут мала людзей. Я думаю, што гэтыя людзі дастатковыя дзеля таго, каб гэты працэс пайшоў і, можа быць, скончыўся паспяхова. Ну вот якраз і Павел Севярынец сёння казаў пра тое, што лёгкай перамогі не будзе. А як вы лічыце, удасца ў гэты раз адстаяць Курапат? Я перакананы, што удасца, атрымаецца. Я таксама згодны, што не будзе такого вельмі лёгкай сітуацыі, калі мы там заявілі ці прыйшлі туды, і ўласнікі сказалі, ну окей, все, мы зварочваемся, таму што, натуральна, гэта вялікія грошы, гэта інтарэсы бізнесовыя, можа быць, і не толькі бізнесовыя, я таксама не выключаю, што зусім гэтым стаяць і ідэалагічныя інтарэсы. Таму, безумоўна, без актыўнага удзелу, актыўнага ціску грамадства перамогі не будзе, але все ж таки тэма
гучная тэма ў 17 годзе была на паверхні грамадскай свядомасці, яна не паспела недзе далёка сплыць. Людзі разумеюць, што такое, нават дзяржаўная прэса ў 17 годзе пра гэта пісала. Таму я перакананы, што поспеху можна дамагчыся, калі разумець, што дзеля гэтага трэба прыкладаць высілкі, гэтыя высілкі прыкладаць. Алексей, можа ведаеце, чаму сёння не было ні Зміцера Дашкевіча, ні Сергея Пальчэўска? Ну, Сергей Пальчэўскі, наколькі я разумею, па-за межамі Беларусі. Чаму не было Змітра Дашкевіча, я не ведаю. Ну, я думаю, што, можа быць, яны будуць гэтыя дні, ну, ці прынамсі быў Яромінак, як прадстаўнік маладафронтаўцаў, я перакананы, што маладафронтаўцы будуць актыўна удзельнічаць, і шмат хто з іншых абаронцаў Курапатаў з 17 года таксама абавязкова далучыцца на месцы. Дзякуй вялікі, Алексей. І так мы завяршаем наш стрым. Нагадаю, што сёння адбылася экстранная нарада абаронцаў Курапатаў, якія выступаюць супраць адкрыцця рэстарацыі «Паедзем на базе Бульбаш-холу, 50 метрах ад Курапатскага лесу. І запрашаю вас сачыць за далейшым развіццём падзеяў на нашым сайце «Свабода.орг». До побачення. Ладно, что у тебя